Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Астарта Сантьятара, и мы делаем расклад на игральных картах на недельку с 10 по 16 февраля на короля. Все новинки, как обычно, в описании к этому видео. Прогноз для знаков зодиака тоже, ссылочка на плейлист в описании, обратите внимание. И также, кому интересно, посмотрите на мой второй канал, ссылка тоже в описании к видео. Итак, перед вами три короля: трефовый, бубновый, червовый. Все как обычно. Выбирайте свой вариант, первый, второй или третий. Вы многие спрашиваете, как выбрать свою даму или своего короля. Здесь в гаданиях онлайн рассчитывать лучше всего, на мой взгляд, конечно, на свою интуицию. Да, конечно, можно как-то подбирать по внешним данным, да, схожесть с вашим партнером, да, но я сама пробовала, и лучше всего проигрываются расклады, когда вы выбираете интуитивно. Вот на этой недельке сегодня, может, вас тянет там к королю бубновому. Через недельку, через две вас будет тянуть к королю трефовому. Или даже на следующей недельке это будет, например, король червовый. То есть здесь нет правила. Тут работает только лишь интуиция. И причем она начинает работать даже когда вы начинаете выбирать канал, на котором смотреть прогноз. Вот в этот самый момент уже включается ваша связь, ваша антенка с мирозданием, начинает работать ваша интуиция. В первую очередь не разум, а именно интуитивные ваши способности, которые есть абсолютно у всех, они уже вас ведут и вам подсказывают, какой вариант сегодня вам лучше выбрать. Итак, выбирайте, я перехожу к трефовому. Итак, первый вариант и король трефовый. Партнером я вам назначила даму бубновую. И тут, смотрите, мои дорогие, у нас уже выпала дама червовая. Кто она, решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это может быть она. Если нет, то это мама, сестра, бабушка, подруга, коллега по работе, не знаю, какой-нибудь фармацевт, нотариус, адвокат, врач и так далее и тому подобное. Вот в ранней дороге вы получили какой-то большой нечаянный интерес от дамы червовой. Также переживали за хлопоты эти дамы червовой с одной стороны, а с другой стороны как-то вроде как есть переживания, вроде как это и пустые переживания. Также, если, например, есть детки, тут вы переживали за детей, но это переживания такие, какие-то бытовые, ежедневные, которые сопровождают вашу жизнь, да, связанную с вашими детьми или ребенком. Либо смотрите, как тут еще может проиграться, что у вас было плохое самочувствие, и дама червовая была к вам со своими хлопотами, но вы ее ставите как-то пусто. Ну, хлопочет и хлопочет, пусть хлопочет, если сама хочет. Вам от этого не холодно, не жарко. И также у вас тут был казенный дом, и в этом казенном доме были какие-то хлопоты деловые, связанные с финансами, с деловыми бумагами, с контрактами, с договорами, с какими-то финансовыми операциями. Ну что, дорогие мои короли, к сожалению, вашей партнерши дамы бубновой здесь не выпало. По крайней мере, скорее всего, на этой недельке вы будете больше заняты какими-то деловыми вопросами и некой дамой червовой. Итак, на сердце у вас разговор с этой дамой червовой, под сердцем нечаянный интерес. А мы помним, да, что какой-то нечаянный интерес в прошлой раскладочке было видно, вы получили от дамы червовой. То есть и на сердце, и под сердцем какие-то вопросы, связанные с этой самой дамой червовой. В голове у вас некий бубновый король. Кто это? Коллега по работе, друг, брат, сват, решать вам. Но как-то вы о нем думаете, но как-то пусто думаете. Но есть он и есть. И ваши чаяния и надежды. В ногах вы со своими любезностями к даме червовой. И здесь также любезности короля бубнового. Что было? Злились вы очень сильно на даму червовую, на встречу с ней.
и получили в недавнем прошлом какие-то важные ценные бумаги, либо какую-то крупную сумму денег. И также король бубновый тоже к вам со своим интересом. Также в ранней дороге у вас в прошлом было свидание, встреча с этой самой дамой бубновой. И встреча была с королем. Ой, прошу прощения, с дамой червовой, конечно же. И встреча была с королем бубновым. Дама червовая к вам тоже была со своими любезностями. И было у вас не свидание, но довольно-таки встреча какая-то приятная, продуктивная. Что будет? Будете вы переживать за себя в своей ранней дороге. И также в ранней дороге у вас вот она, дама червовая. Также в ранней дороге король бубновый, но он вас как-то злит, раздражает. Что-то вот как-то он делает, что вас не устраивает. И также будете вы что-то думать, размышлять, анализировать, связанное лично с вами, дорогие мои короли трифовые. То, что важно лично для вас. Тут какие-то очень серьезные и важные для вас вопросы вы будете обдумывать сами с собой. И основная линия недельки. Здесь у нас идет некий казенный дом. Будет у вас разговор с королем бубновым в этом самом казенном доме. И будете вы хлопотать. И через ваши же хлопоты, дорогие мои короли, вы получите какие-то новости, либо какие-то важные для вас ценные бумаги. Итак, для вас эта самая дама червовая, и будете вы на нее злиться и раздражаться, и вы сами важны, сами для себя. Для дома будет какой-то большой, крупный разговор с дамой червовой через ее любезности. То есть такое ощущение, знаете, что она сама, как говорится, попадет под горячую руку, и тут разговор прям такой неприятный, может быть даже скандал. На сердце у вас вы содержите сами себя и также короля бубнового в ранней дороге. Видимо, что-то вы за это переживаете. Но король бубновый, все, что с ним связано, вызывает в вас злость прям большую такую и раздражение. Что было? В ранней дороге были вы, дорогие мои короли трифовые, и ваши хлопоты. В общем, такие все дела, все обязанности, все хлопоты, связанные лично с вами и ни с кем другим. Что будет? Через любезности короля бубнового вы получите какие-то бумаги важные для вас, либо какую-то важную для вас новость. И также смотрите, эти самые любезности короля бубнового вы почему-то ставите пусто, хоть вы от него и получаете какую-то новость, но как-то все равно он вам, этот король бубновый, не сильно важен и не сильно нужен. Вот такое ощущение, что и без его присутствия, без его хлопот и любезности вы бы все равно получили то, что ожидали и что хотели. Также на пороге, что будет вот-вот, будет встреча, свидание с дамой червовой. Король бубновый к вам со своим интересом, и через его интерес вы получите какой-то большой, крупный, прям нечаянный интерес от этого короля бубнового. И, возможно, также получите, может быть, выгодный контракт или выгодный договор, какую-то выгодную сделку, которая вас очень и очень сильно заинтересует, связанная с деньгами, с финансами, с новыми проектами, с будущими планами. И успокаивайтесь вы свиданием с королем бубновым. Вот такой у нас вышел вариант номер 1 для всех тех, кто выбрал короля трифового. Я желаю вам, конечно, дорогие мои, всего самого прекрасного, чудесного, красивого, легкого и гармоничного. Пусть эта неделя будет продуктивной, полной любви, взаимопонимания и чудес. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. С вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2. Король бубновый. Партнером назначаем даму трифовую. Итак, дорогие мои короли, заходите вы в недельку с некими свиданиями, встречами с достаточно такими вот эмоциональными, бурными и, скорее всего, даже приятными. Получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Был у вас с кем-то разговор, и переживали вы, и
много думали, эмоционировали за этот разговор. Но и также есть осознание, что пока это только разговоры и ничего более. Также тут могло быть плохое самочувствие, но, как говорится, поболело и прошло, и слава богу. Также в ранней дороге была какая-то сильная, большая злость на интерес, связанный, во-первых, с вашим партнером дамой Трефовой. У кого-то так проиграется, а у кого-то проиграется, что была большая злость в ранней дороге на вопросы, связанные с вашей работой, с бизнес, какими-то делами, с финансовыми вопросами, с новыми проектами, переговорами, договорами, контрактами, какими-нибудь площадками, связанными с торгами, с новыми проектами и так далее и тому подобное. Ну что, дорогие мои двоечки, на сердце у вас какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Под сердцем вы содержите свою партнершу, даму Трефовую в ранней дороге. В голове у вас чаяние и надежда вашей партнерши, дамы Трефовой, и сама она собственной персоной, и вы к ней со своими любезностями. То есть вы такое ощущение, что, во-первых, конечно же, вы о ней думаете, содержите ее в своих мыслях, в своих размышлениях. И тут такое ощущение, что скучаете, тоскуете. В ногах у вас злость почему-то на интерес дамы Трефовой. Но как бы вы на нее не злились, вы к ней тоже со своим интересом. И она к вам тоже с неким интересом. Такое ощущение, знаете, что она любопытная, много спрашивает, много интересуется. И вас это раздражает, но как бы то ни было, вы все равно к ней тоже со своим интересом. Далее, что было? Был какой-то некий казенный король, и ваша партнерша дама Трефовая была к вам со своими хлопотами, и был у вас такой эмоциональный, достаточно, может где-то даже импульсивный, жаркий такой разговор. Также дама Трефовая была к вам со своими любезностями, но эти ее любезности были связаны с будущим, с вашим совместным, либо с некой дальней дорогой. И также здесь была злость и раздражение, опять же, на эмоции, на какие-то ваши переживания, метания, терзания. Вот на это все дело внутри, да, на вашем сердце, на душе. Все это вас злит и раздражает. Что будет? Будет дама Трефовая, ваша партнерша собственной персоной. И опять же, тут у вас какие-то будут, видимо, эмоциональные, импульсивные хлопоты, связанные с вашей партнершей дамой Трефовой. Может быть, какие-то будут разговоры, может быть, какие-то действия, поступки. Не знаю. И, кстати говоря, на этой недельке еще у нас День Святого Валентина. Может, вы будете, вот она встреча с дамой Трефовой, да, и хлопоты, связанные с эмоциями, с любовью, с какими-то сердечными переживаниями. Вот тут может быть такое. Может, вы с ней отметите этот самый День Святого Валентина прекрасно и чудесно. Какие-то пустые переживания, и у вас, опять же, будет свидание с вашей партнершей дамой Трефовой, и свидание такое носит такой эмоциональный, интимный где-то даже характер. Вот оно. И основная линия недельки. Опять же, смотрите, в ранней дороге вы со своими чаяниями и надеждами, но почему-то на все эти чаяния и надежды, связанные с любовью, с эмоциями, с отношениями, вы злитесь и раздражаетесь. Что-то вас, видимо, на этой недельке не устраивает, что-то идет не так, как бы вы хотели. Итак, для вас некий казенный король и хлопоты и свидания с вашей партнершей дамой Трефовой. Для дома вы со своими чаяниями и надеждами в ранней дороге, но почему-то злитесь вы на себя, раздражаетесь, что-то вас не устраивает, что-то идет не так. На сердце у вас переживания, но переживания пустые, и на сердце вы содержите себя и личные свои переживания. Но все это пусто, попереживаете и забудете. Что было? Дама Трефовая, ваша партнерша к вам
была со своими любезностями, все это было в ранней дороге. И хлопоты такие, связанные с вашими эмоциями, с вашими отношениями, связанные с вашей личной жизнью. Также у кого есть детки, то тут хлопоты, связанные с детьми. Что будет? Здесь будете вы злиться и раздражаться на вашу партнершу, даму трефовую, на ее интерес к вам. Но вот, видимо, она будет сильно на этой недельке к вам активно, знаете, вот иногда прям даже навязчиво, и это будет вас злить и раздражать. И на пороге, что будет вот-вот, будет у вас какой-то эмоциональный разговор. И в этом разговоре вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный для вас интерес. А успокаиваетесь вы своей партнершей, дамы трефовой. Вот такой у нас вышел вариант номер 2, дорогие мои. Я желаю вам всего самого хорошего, самое главное здоровья. Берегите, любите, балуйте себя. И пусть эта неделька будет прекрасной, чудесной, гармоничной, волшебной, богатой, благополучной. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Итак, третий вариант и король червовый. Партнерша назначила вам даму трефовую. И заходите вы в недельку. В ранней дороге была ваша партнер, дама трефовая, и ваш собственный дом. Также у вас был с ней какой-то разговор. И в этом разговоре вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя. И также тут переживания, пустые хлопоты за себя, за свои чаяния и надежды. Итак, дорогие мои, короли червовые, третий вариант, смотрим вас. На сердце вы содержите свой интерес, то есть себя, под сердцем собственное будущее. В голове злитесь вы сильно очень на себя, на свои хлопоты и на свою любовь. То есть, в общем, тут злость и раздражение на себя любимого. В ногах у вас ваша партнер, дама трефовая, к вам со своими хлопотами. Был у вас с ней разговор через ее хлопоты, а разговор касался, скорее всего, некой дамы бубновой. И также, конечно же, дама бубновая была к вам со своими любезностями. Кто такая дама бубновая, решать вам. Если это, как я говорю, да, в каждом своем видео, если это третья сторона в отношениях, то это может быть она. Если таковой нет, то это может быть кто угодно. Родственница, мама, сестра, бабушка, коллега по работе, друг, не знаю, какой-нибудь фармацевт, продавец, таксист, кто угодно, в общем. Что было? А было у вас свидание с вашим партнером, с дамой трефовой, в вашем собственном доме. И также, видимо, дама бубновая вхожа в ваш дом, тоже здесь она присутствует. Также в ранней дороге здесь была, опять же, дама бубновая, и ваш партнер, дама трефовая, со своими чаяниями и надеждами, тоже была в вашей ранней дороге. Также вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Что будет? В ранней дороге вы будете переживать за своего партнера, даму трефовую, и вы к ней со своими чаяниями и надеждами. Здесь, смотрите, у нас будет у вас разговор с дамой бубновой. Дама бубновая к вам со своим интересом. Также тут в будущем получение какой-то крупной суммы денег, либо каких-то важных для вас бумаг. И в ранней дороге тоже в будущем получите вы какие-то новости и известия. Основная линия недельки, дорогие мои. На этой недельке вас будет волновать только ваша партнерша, ваш партнер, дама трефовая с собственным домом, она вам со своим интересом, но почему-то вы будете на нее очень злиться и очень раздражаться. Вот прямо она вас будет очень сильно злить. Итак, для вас будете переживать вы за свои хлопоты и мало того, что будете переживать, еще и сильно злиться на себя. Для дома у вас в ранней дороге получите вы от своего партнера, дамы трефовой, какие-то новости. И также, в общем-то, ваша здесь совместная ранняя дорога с вашей партнершей, дамы трефовой. Совместная дорога, то есть куда-то вы, видимо, с ним поедете. Но это такая дорога бытовая, может, за покупками, в торговый центр, в общем,
такие бытовые какие-то дела. А вот на сердце вы содержите, дорогие мои, даму бубновую. Кто это, опять же, решать вам. И вы к ней со своим интересом, и в то же время этот интерес вас очень злит и раздражает. Такое ощущение, знаете, что вам эта дама бубновая, она очень интересна вам. Вы о ней думаете постоянно и понимаете, что эти мысли вас ни к чему хорошему не приведут. Поэтому злитесь и раздражаетесь на себя. Вот они, и переживания ваши, да, из-за ваших каких-то хлопот. И опять же, это самая злость, о которой я говорила, что мы видим и на сердце. Что было? Были вы со своими любезностями к даме бубновой, и ваша партнер, дама трефовая, была к вам со своими чаяниями и надеждами. Что будет? Вот она, дама трефовая к вам, собственной персоны, и ваш несовместный дом. На пороге, что будет вот-вот, будет у вас разговор с дамой бубновой через ее любезности, связанные с вашим будущим. Но как бы то ни было, успокаивайтесь вы интересом вашего партнера, дамы трефовой. Вот такой у нас сложился вариант номер 3, дорогие мои. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное, конечно, здоровья, благополучия, гармонии, процветания. Пусть эта неделька будет прекрасной, чудесной, воздушной, красивой, богатой, замечательной. Я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, все как обычно. Всех благодарю, что были со мной. И всем пока-пока.